Доброе утро, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла. И у нас начинается утро с вами. Значит, вчера я выпустила небольшой ролик с пирожками, потому что ролик, который сейчас у меня загружается, у меня не получилось сконвертировать. Я не умею это все делать, особенно на айфоне. А Ибрагима не было дома вчера, он поехал на работу, и я просто ему отсылала короткие видеокусочки, которые снимала, ну, именно с пирожками. И этот ролик вчера вы видели, кто смотрел. Сегодня второй ролик у меня загружается, который был снят вчера же. Это все было одним роликом, но так получилось, что вот я именно пирожки выпустила отдельно. Хочу немножко объяснить. Ролик грузится, он будет к вечеру, он уже в YouTube загружается. Ибрагим убежал на работу. Хотела, конечно, чтобы он меня как-то снимал, но не получается. Ему надо закончить какую-то небольшую работу, которую еще когда-то начал Джабраил. Надо было замазать, этих людей не было просто дома, и они сейчас доделывают работу перед тем, как выйти ему на учебу. Так, ну, утро у меня начинается с того, что я буду сепарировать молоко, согрела молоко, вот литров 12, наверное, только не больше, потому что, решила быстро, сметанка свежая у меня уже закончилась, но нужна сметанка. Так-то я коплю молоко побольше, чтобы было больше. К сожалению, корова очень сильно урезала у меня молоко, вот это 2 дойки получается, утренняя и вечерняя. Ну, немножко я, правда, отсюда на кашу, утром кашу варила, манную сняла, но это там литр молока только. Дело в том, что у нас засуха, все знают, не только у нас, она практически, по-моему, и по всей России идет засуха. Почти месяц нет дождей. В принципе, нигде уже есть нечего. Бычка и телочку я уже оставила дома, не выгоняю. Даю корм и солому. Сена у меня, к сожалению, пока нет. Но, скорее всего, мне придется, наверное, и корову. Ну, не хочу ее дома оставлять, потому что она вообще почти не будет давать молока. И она сейчас дает мне мало, потому что я не даю ей корма. У меня пока нет корма, надо будет уже покупать и пшеницу, и что-то еще, и кукурузу, и пшеницу. Короче, делать корм и начать ей давать, чтобы она молока немножко мне прибавила. Ну и, наверное, я уже говорю, это 3-й год. Но в этом году я точно решила, что корова моя будет у меня уже в этом году последний раз. Последний год, как бы вот этот год добьем. Сейчас ее убирать просто не резон, но уже к весне, после как она отелится, я ее уберу. Уже надо будет покупать другую корову, чтобы она приучилась к стаду. А эту корову приучить, мою Маню, к стаду у нас не получилось. В прошлом году и Дивер, и 2 моих сына, и пастух почти 1,5 месяца бились с этой коровой, она не приучилась. Я сейчас рассказываю это потому, что у меня была небольшая неприятность с соседом моим из-за моей коровы. Ну, что поделать, короче, и такое бывает. Вот такие вот дела, друзья. Так что в этом году немножко ее буду охранять, чтобы она туда к нему не ходила. Но если бы он сделал себе забор, корова моя бы туда, конечно, не ходила. У него нет забора, и корова все-таки заходит во двор, и это ему и нравится. Вот так вот. Хотя мне тоже много чего не нравилось, когда его лошади делали, но делать нечего. И что? Начну с того, что буду сейчас сепарировать молоко. Короче, об этом я рассказала, о своих намерениях насчет коровы. Покажу вам сыр, который вчера делала, обычный сыр брынзу, и покажу сыр рикотту, который получилось. Вчера у меня больше не получилось снимать, вы все увидите в ролике, потому что я каждый вечер хожу делать лепешки. У нас сегодня уже 7-я ночь получается, сегодня последний раз, поэтому у меня не бывает много времени все это сделать. Так, опять звонят, опять надо брать трубку. Ну вот, друзья, покажу вам мои сыры. Так, это рассольный сыр. Я его уже с обоих сторон посолила. Видите, он уже готов. Делала его вчера. Вот такой вот он. Сейчас мы его разрежем. Вот это вот я не буду выливать. Я буду хранить этот сыр. Сейчас только в другую чашку перелью. Так, давайте я его пополам порежу.
Вот такой вот он получился. По-моему, видно, да? Видите? Вот. Он первые дни бывает такой вот прям, можно сказать, даже хрустящий. Каспер, что ты хочешь? Как будто бы мы живем резину. Но он очень вкусный. И в первые дни, и в другие дни. И я обратно же кладу вот этот же рассол. Вот так вот. Только я сейчас переложу в другую чашу, накрою крышкой. И буду хранить в холодильнике вот так вот. Так, ну, забыла, сразу положила. Он бывает очень вкусный. Вот если в топленом масле его еще согреть, я вам покажу потом, как мы это делаем. Очень это любим. Он немножко плавится. Особенно любит мой старший сын. Это я просто оставлю, чтобы на столе. Ну и на столе, в холодильник, конечно. Вот так вот. Это у меня сырница тоже от Tupperware. Не знаю, буду пробовать. Я недавно только купила. И не могу сказать, хорошая или нет. Так, ну это пока отложим. Так, а этот сыр, он очень такой, как птички поют, а? Слышно, интересно вам? Он очень мягкий, друзья, как творог, и на вкус очень нежный. Я даже не знаю, какой-то специфический получается сыр. Вот он форму как-то не держит. Вот такой он такой вот тоже, как я сказала, мягкий, нежный. И, друзья, этот сыр рикотта, у него свой какой-то вот, ну, свой вкус какой-то. Можно сказать, даже такой сливочный вкус топленого молока, сливок таких вот, именно прокипяченных сливок. Очень нежный, и он, видите, у меня получился такой вот не сухой, влажный. Его просто можно намазать на хлеб, как видите. Можно сделать сырники, можно вареники с него делать. Хоть что, короче говоря, и в лепешки, куда хотим, туда и можем использовать. Очень вкусно получается бутерброды с ним. Салатик с помидорами добавлять тоже вкусно бывает. И, ну, какие-то крема еще готовят. Я, правда, не готовила, но готовят и сладкие крема из него. В него можно добавить сахарку, можно добавить любого сладкого, ну, или джема, или сиропа какого-то сладкого, кто любит сладость. Очень вкусно. Я добавляю чуть-чуть сметанки и тоже вот просто так его ем. Или просто намазываю на хлеб утром. Особенно подогреваю хлеб, как, ну, такой, как этот, как гренки, да? Без масла только. И вкусно очень получается. Так что у кого есть домашнее, ну, молоко, кто делает сыры, не выбрасывайте сыворотку из-под сыра, готовьте вот такой вот сыр рикотта. И да, друзья, еще вам расскажу, что во времена наших бабушек, ну, мам моих даже, вот во времена, мои времена еще я их... Сейчас, конечно, это не делается, скорее всего, я уже давно не наблюдала это. Раньше делали такой вот кисломолочный продукт, который назывался на ингушском языке мистбир. Его делали обычно на зиму, к зиме. Готовилось это в больших кастрюлях, например, у моей свекрови это делалось вообще вот в 30 литрах, в 40-литровых кастрюлях. Мы тоже, моя мама тоже делала и 20 литров, и 30 литров на зиму. Вот, хранился он в подвале где-то, в холодном месте. И он получается, знаете, вот, ну, действительно, такое вот, я не знаю, сравнение, что это может быть. Это делалось из молока, кипятилось молоко, охлаждалось. Туда закидывался вот такой вот творог, обычный творог. Потом вот после творога сыворотка, обычно там тоже остаются, ну, вот такие вот крошки. Они оседали, эти же крошки туда кидались. Перекипятить и свежие сливки, вот свежие, вот только ты просепарировала, да, молоко, и эти свежие сливки кипятились, тоже туда добавлялись.
Это все перемешивалось, это все солилось, ну, чуть-чуть даже пересаливалось, чтобы хранилось и не пропадало. Оно хранилось превосходно, просто в обычных кастрюлях. Правда, закрывалось там марлей, потом вот плотно крышкой. Его ели с вареной картошкой, с печеной картошкой, с нашими Ольги, вот с лепешками без ничего. Особенно мой свекор любил с тыквой, вот тыкву туда макать есть. Он и мясо туда же тоже макал, ел, любил с мясом вот этот, именно вот этот кисломолочный продукт. Он получался очень вкусно. Может быть, когда-нибудь я попробую воспроизвести этот мистбер, но не знаю, получится ли он у меня, как у наших бабушек и мам, но попробуем как-нибудь. Вот так вот. Ой, вот, друзья, прополола свой палисадничек. Конечно, он у меня в плачевном виде уже последние 2 года. Убрала высохшие гортензии, цветы с обоих этих. И там в палисаднике прополола. Сейчас покажу. Там-то я уже даже успела убрать. Жара уже, все. Здесь сегодня пока ничего не буду делать. Вечером, может быть, и Брашка мне соберет всю эту траву и выкинет. Такие дела он делает. Сейчас вам покажу. Тот палисадник, как я там убрала. Но я тоже прополола, а убрал мне Ибрагим. Ну вот, друзья, я вам показывала, что хотела прополоть здесь. Вот когда мне что-то нужно делать, и я вижу, ага, мне нужно что-то гортензии, как в том участке, обрезать, высохшие убрать. Если вот я вижу, что мне что-то надо делать, и не успеваю, я начинаю нервничать. Вот этот кусочек, я нервничала из-за этого кусочка, что не успела прополоть. Ну вот, сегодня прополола. Ибрагим тут мне собрал. Ну, не так хорошо бы, конечно, как бы я хотела. Но ничего, я сейчас еще подмету этим веником из прутиков. И будет намного чище и аккуратнее. Ну, вот так вот, друзья. Вот так продолжается мой день. Пойдемте дальше. Ну вот, друзья, я немножко довольна, можно сказать, своим трудом. Подмела, убрала. И даже убрала здесь. Давно хотела убраться, но никак у меня не получалось. Вот где у меня были цыплята. Теперь на очереди, видите как, теперь чисто и красиво все-таки. Теперь мне на очереди нужно убирать здесь. Давным-давно собираюсь, никак не дойдут руки. Тоже надо все убрать, все почистить. Тут закидывала все там капусту, все лишнее. Видите, чего тут творится. И, как видите, петухов у меня просто завались. Надо убирать. А куры вот эти вот это... Ой, мамин петушок. Вот это вот курицы, их несколько штук только. Это французский бройлер. Они уже у меня несутся, молотки. Вот так вот, друзья. 3 гусыни это молодые. Вот так вас мой петух приветствует. А сейчас мы с вами будем сушить сливу. Это слива, ну, скорее всего, это чернослив, я не знаю. Вот такая вот слива, ну, чуть-чуть это недозрелая, можно сказать, но она все равно такая вот. Короче, с моего сада, можно сказать. Так, хочу высушить ее в дегидраторе. Варенье из него ем только я одна. Поэтому готовить его для себя я не буду. Не хочется. Может быть, 1 баночку, 2 баночки так сделаю. Я люблю действительно с косточкой варить из него варенье. И поэтому будем с вами делать, сушить. Вот этот дегидратор у меня, вы помните, мне его еще в прошлом году присылала фирма на обзор, фирма Аберхоф. Мне дегидратор нравится, как вот видите, он у меня в хорошем состоянии. Я в нем сушила в прошлом году вишню, черешню, яблоки, чернослив тот же. Очень-очень мне понравилось. Сейчас, может быть, сейчас я посмотрю, мне должно быть даже осталось немножко из прошлогоднего. Ой-ой-ой-ой. Так, у меня осталось с прошлого года. Чернослив чуть-чуть остался. Сейчас я вам покажу. Вот. Видно хоть? Сама не вижу, что показываю. Видно. Вот видите?
Вот такой вот чернослив. Он и не очень пересушен. Вот такой вот я тоже напополам его, видите, сушила. Мне нравится. Ну, конечно, он не такой, как мягкий, вот какой покупной, но я знаю, что я его сушила сама, что я ничего туда не добавляла. И мне очень нравится. Ну, тут немножко еще яблочек было, осталось. И всю зиму я варила компот из этих сухофруктов. Мне понравилось очень. Поэтому, если что, я оставлю ссылку в описании. Может быть, вам тоже понравится именно этой фирмы Оберхоф. Мне нравится. Мощность, конечно, именно у этого не очень большая. Можно купить побольше, наверное. Но, в принципе, для маленькой семьи эта мощность тоже очень даже хорошо, нормальная. Так, ну вот. Вот так вот почистила я сливу. Теперь мы их поставим друг на друга. Так, по-моему, это я неправильно положила. Да, этот один лоток я положила неправильно. Вот эти вот положила вот так вот. Это сейчас придется перевернуть. Да, надо перевернуть. Ну вот, перевернула лоток. Друзья, здесь 5 лотков. Теперь накрою крышкой и поставлю под навесом на столе. Потому что, когда он работает, все-таки бывает, выходит отсюда тепло, и в комнате и так жарко. Вот так вот. Если что, как я сказала, фирма Оберхоф. Мне очень понравилась она. Как видите, я в прошлом году с ней много работала. И вот сегодня первый раз, правда, в этом году. Хочу еще посмотрим болгарский перец высушить, как я, помните, говорила вам. Так, друзья, я говорила, что Ибрагим у меня уехал. Вот зачем он у меня ездил. Мне купили тестомес. Купил мне его мой сын. Так что не говорите, что мне подписчики все время что-то покупают. Так, недавно мы в этой группе, где мы сидим, наши ингушские женщины, которые готовим на заказ. У нас такая группа организована. Там друг с другом поговорили. И одна из них нам скинула в группу вот такой вот тестомес. Мне, конечно, он понравился. И я как бы между делом заговорила о нем со своим сыном, который в Москве, со вторым сыном Джабраилом. Он сказал, что он, пришли, посмотрел, и через какое-то время он мне прислал денежку. Буквально через 2-3 дня прислал деньги, чтобы я его купила. Конечно, он не очень мощный, мощнее стоил намного дороже. Пока для моего производства, мне, надеюсь, хватит он. Сейчас мы его распакуем и посмотрим. Купили мы его из Грозного, нам его привезли, доставили буквально. Вот вчера я заказала, сегодня нам его доставили. Вот стоит он 11 тысяч и 300 рублей за доставку. Хотела, конечно, я купить такой же фирмы, как и моя тестораскатка, но у него не было. Обещали мне во Владикавказе привезти через 2 недели. И сказали, что он будет стоить 16 300. Не знаю, что-то. Вот я сейчас... Мне его привезли, я уже говорю, может быть, надо было подождать и той фирме купить. Уже все куплено. Теперь посмотрим. Тем недолго пользоваться, чтобы понять, что это хорошая фирма. Да. Так, вот, друзья, мы его распаковали. И, как я сказала, мне ее купил сын. Я не рекламирую ни ту, ни эту. Просто, в принципе, если будет нормально, то кому-то понравится, может быть. Сейчас посмотрим, что тут нужно делать, как использовать. Разместите тестомес на устойчивом рабочем месте перед первым использованием машины. Ее необходимо протереть сухой тканью, чтобы удалить всю грязь. Очистить емкость влажной тряпкой. Как приготовить смесь? Подключите питание, нажмите кнопку включения для запуска двигателя. Не производите загрузку ингредиентов при первом запуске. Проведите проверку работы частей тестомеса, заземление корпуса оборудования. Заземлить мне его не придется, не получится сегодня. Добавьте немного растительного масла в емкость и блендер для избегания прилипания теста. После того, как вы убедились в корректной работе оборудования, можно начинать производить замес теста. Добавьте более 1,5 килограмма муки в емкость. Добавляйте воду пропорционально во время
работы тестомеса. Соотношение муки и воды обычно составляет 10 к 3. Если тесто сухое, добавьте немного воды. Если тесто вращается вместе с блендером, добавьте немного сухой муки на поверхность емкости. Для того, чтобы предотвратить выпадение муки во время перемешивания, крышка тестомеса должна быть закрыта. Когда мука сформируется в тесто, следует открыть крышку машины для предотвращения деформации машины для экструдирования теста. Обычный замес длится 3-5 минут. По завершению процесса выключите питание, поверните ковш на 90 градусов, затем выньте тесто вручную. После окончания работы и выключения обязательно очистите машину. Ну, попробуем теперь. Так, и включаем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Более Да. Так, ну, первый визуально работает. Не очень шумно меня, если спросить, по идее. Нужно с тестом проверить. А? С тестом проверить. У нас очень плохое напряжение. 220 с этим, с стабилизатором даже. Первый раз не включился у нас тестомес наш. Я не знаю, что делать с моим этим электричеством. И за 3-5 минут уже тесно. Да, ну все, выключать. Так, теперь я сначала, как было написано, протерла сухой тряпкой, потом влажной тряпкой, потом снова сухой. Ну и теперь вот так вот смажу растительным маслом эту дежу. Посмотрим, друзья. Вместе с вами опробуем мою машину. Кручу этой, как будто бы дежа крутится. Пусть будет. Как я сказала, теперь осталось поставить машинку для... Да, Мадина мне говорит, вот теперь мама ускорится. Я говорю, ну, для того, чтобы ускориться, я говорю, надо начать. Я иногда целый день не могу дойти до этого, потому что работы много. Она говорит, надо теперь третью машину поставить, которая лепила бы. А есть такая тоже, но она стоит таких денег. Но она не лепит манты, она лепит только пельмени. Если поискать, наверное, для манты. Я тоже не знаю. Ну, манты-то, в принципе, быстро лепят. Да, манты несложно, это вот пельмени. Манты я быстро делаю. Так, теперь сказано 1,5 килограмма муки сначала, да, там по книге? Так, читай. Да? Так, значит, засыпаем 1,5 килограмма муки, как там сказано. Так, Мадина, я это сейчас засыплю. Ты мне быстро немножко просей еще муки, вдруг надо будет добавить. Так, и потемножечку сказано наливать воду, да? Одну часть третью. 250 миллилитров. И что, и теперь ждать? Чуть-чуть подойду. А соль и масло когда? В принципе, наверное, сейчас можно. Сейчас, может, я воду подолью? А? Нет, сначала это. Масло? А закрывать ее когда? Сейчас. Когда, наверное, всю воду подолью. Закрывать ее не надо, если только А? больше 1,5 килограмма. Чего? Ну, муки, если 1,5 больше будет, тогда, наверное, закрывать надо. А. Сейчас вроде Вообще-то мне нужно, Это чтобы... мука не... Да, не расплескалась. добавляем воду, там, всего-то долго. Крутите 2-5 минут. Мне бы 2 килограмма муки здесь, как раз было бы мое тесто. Да там спокойно можно 2 2 килограмма. килограмма точно. Можно, да? Можно там еще. А может, я добавлю муку? Сразу свое тесто сделаю? Или как вы думаете? Ну вы уже, ну ты же уже это масло, соль. Нет, я масло добавила, как всегда. Просто чуть-чуть соли меньше. Добавить? Попробовать? Как вы думаете? Рискнуть? Давай. Получится, нет? Вам не кажется, что будет много? Воду побольше. Ну, вода у меня стоит, да, воду, конечно, можно больше. Тебе не неудобно? А?
Нет, холодная вода. У меня же тесто на холодной воде. Все-таки 2 килограмма, наверное, будет много. Да не Не будет. будет. Ну, если 2 килограмма, то как раз это мое тесто. Мне больше и не надо. Чего? Не так много. Всё. И пускай теперь... И вот в течение 2 минуты как тесто у нас месяца. Ну, еще минуты 3-4 помесим и посмотрим. Так, и, друзья, вот тесто наше уже, мне кажется, готово уже. По времени готово, и вроде бы попробовать тоже. Так, сейчас мы переложим его на стол. Я скажу, вот сейчас я его чувствую, его запах. Чего? То ли металл, то ли самой машины. А, запах и то и чувствовался, когда первый раз мы включали. Да, Ибраш? Так, Ибрагим выключил нам, из сети вынул даже. Так, ну, вы знаете, когда я его заказывала и покупала, было написано 1,5 килограмма муки, я переживала, что потому что мое тесто, как вы знаете, из 2 килограмм муки. Это я вовремя выключил, походу. А, да, что-то включили опять. Так, А его вот это достать его нельзя? в смысле? Холодильник можешь достать. В смысле, как достать? Вынуть? Крючок Вынуть, вынуть да. нельзя его? Нет, сказано руками же, там прочитай. Да я не про это, я про холодильник. А я Мадине отвечаю. Ага. Я Этот-то вообще вы выключили, а те два кто выключит? что больше. Про это здесь вообще не сказано. Я вообще говорю, можно его таскать? И там сказано повернуть на 90 градусов и вынуть руками тесто. Неудобно. Это-то я запомнила. Да, это немножко неудобно. Всё, мы выложили. Мне вот небольшое неудобство то, что тесто все-таки трудновато вытаскивать. Может быть, дежу надо больше протереть? Или какая разница? Все равно с мукой бы ушло. Ну, вот, в принципе, да, оно уже готово. Все. Вот просто сделать в ком. Оно готово. Самое главное, никаких моих усилий. Руки не будут болеть. Ничего. Так, визуально первое мне нравится. Ну, конечно, то, что вот единственный минус, что вытаскивать немножко сложновато. А так все, уже видишь, все нормально. Тесто крутое, больше замешивать не надо. Буквально минимум усилий. И хорошо, что я действительно переживала, пока мне его везли, что только 1,5 килограмма муки можно сюда класть, оказывается, и 2. Ну и экономия времени еще. Она знаешь, что совместить этот, Что? раскатку и мес... Как типа, сын? раскатку вниз поставить, этот сверху, А. сразу тесто туда, и он будет раскатывать. Так, а ну-ка, поставь мне раскатку теперь рядом, просто поставь. Так, и, друзья, как видите, труд мой механизируется. И теперь, да, мне грех не делать. Мадина говорит, я посмотрю через неделю, сколько ты их налепишь. Теперь мне действительно грех, наверное, не лепить и манты, и вареники, и пельмени, да. Как я сказала, труд мой механизируется. Будем надеяться, что эти оба аппарата прослужат мне, ну, хотя бы несколько лет, можно сказать. Скоро на кухне просто роботы будут стоять. Теперь только нужна кухня уже. Я здесь не буду помещаться. Или вы не будете здесь помещаться, скорее всего, да. Вы будете идите там кушать. Там это где, на улице? Да, как говорил когда-то наш родственник. А ты иди там кушай. Короче, вот так вот, друзья. Действительно, мне кажется, теперь мне не так уж сложно будет. Я очень была рада тесто-раскатывающей машине, которая, конечно, очень сильно облегчает мой труд. Я даже не знаю, мы сегодня разговаривали и с Танзилой, и с Мадиной, ну, с Танзилой по телефону, а Мадина у нас в гостях. Как я раньше раскатывала скалкой, я просто не представляю. Я не могу раскатать вот на манты тесто сейчас. Настолько я привыкла, что ну, до этого механизированной раскаткой, конечно, но а теперь это вообще просто. Кто это тебе приходилось докатывать? А? Кто это тебе приходилось еще? А, да, то еще и приходилось докатывать. Сначала раскатать, потом только закладывать в нее. Короче, вот так вот, друзья. Немножко поработаем, потом я вам еще раз скажу, стоит ли брать. Тестораскатку, мне кажется, 100% стоит брать, потому что вроде бы
Пока ничего. Почти каждый день она у меня крутится. А вот тестомес надо будет еще немножко поработать с ним. И я могу вам сказать. Месяца два же он работает. Да, если не больше. Нет? Больше? А, да, больше. Больше. 2 точно, по-моему, да? Да. Так что вот так вот. Тестораскатка мне очень нравится. 26 мая она где-то со мной на связи вышла. И где-то в середине июня мне прислали. Ну, и уже же. 2,5. Да, 2. Ну, я же говорю, 2 точно, я знаю, что 2 точно. Вот так вот. Как я сказала, хотелось бы такой же марки купить, но что-то я не знаю. Теперь гадаю, надо было или не надо было. Хотя вот той же марки был тот же вес просто марка. Но он, менеджер, который со мной связывался, сказал, что просто в принципе это один производитель. Ну, не знаю. И да, вот посмотрите внимательно, а то у меня много комментариев, на которые я не отвечала. Вот именно вот марку их напиши, видимо, сними и напиши. Да, фирму марки. И вот, ну и фирму это, если кому-то интересно, то, что снял. Все. И, друзья, Мадина покупала эту тесторастающую машинку во Владикавказе. Эту мне прислали с Грозного, но я не знаю, есть ли у них такая тестораскатка. Единственное, что в Грозном они дешевле, чем в Владикавказе. Потому что когда я спросила их, у них такой тестомес стоил около 14-15 тысяч. А вот это вот, я не знаю, у них дешевле должен быть. Мадина купила дороже намного, чем в Грозном. Так что, если что, я вам, наверное, оставлю. Это не реклама, но я вам оставлю. Просто для вас, для моих подписчиков. Имейте в виду, я его не рекламирую, я ему даже не говорила, что я блогер. Я оставлю вам его номер человека, который продает их в Грозном. Так что свяжитесь с ними просто для вас. Ну что, друзья, теперь будем лепить манты, наверное. У меня есть фарш, еще остался со вчерашнего вечера. Тестомес я пока уберу. Тесто уже вымешано, вот оно. И начнем лепить. Но это уже будет, наверное, в следующем ролике. Этот ролик я скорее всего сделаю из вчерашнего и сегодняшнего. Вчера немножко поснимала, но много ничего не успела снять. Но чтобы быть с вами на связи, вот так вот, как могу, сколько у меня получается, то, что я делаю ну, не все, конечно, что я делаю, что я могу снимать, я вам буду снимать и выкладывать. Может быть, не всегда будет интересно, может быть, не всегда будет познавательно. Ну, вот как есть, друзья. Просто вы меня все просите. Ну, я не могу сказать все, но многие просите, чтобы хотя бы понемножку выходила я каждый день на связь. Я буду стараться. Просто сейчас, вы сами понимаете, такая пора, осень, везде надо все успеть. Короче, вот как-то так. Всех благ вам, друзья. Мира и благоденствия.